Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Аркадак и Тель-Ави намерены развивать обмены в сферах шелководства и виноделия. Банк Туркменистана открыл прием средств на новый накопительный вклад под 11% годовых. Туркменские школьники стали призерами Международной олимпиады по математике и другие новости. Города-побратимы Аркадак и Тель-Ави намерены развивать обмены в сферах шелководства и виноделия. Об этом сообщил глава грузинского информационного агентства News Daily Georgia Атинашвили. По его мнению, побратимство городов – это огромный шаг в сторону активизации экономических и культурно-гуманитарных связей двух стран. Банк Туркменистана открыл прием средств на новый накопительный вклад «Город Аркадак. Гордость народа». Основными преимуществами вклада являются повышенная процентная ставка 11%, возможность пополнения депозита безналичным способом, а также гарантированный доход в течение всего срока действия вклада. Депозит открывается на 1 год, минимальная сумма вклада 500 манатов, максимальная не ограничена. Туркменские школьники приняли участие в 27-й Международной Балканской юниорской олимпиаде по математике, которая проходила в столице Республики Албания, городе Тирана. По итогам олимпиады туркменистанцы стали обладателями 2 серебряных, 4 бронзовых медалей. Международное состязание проходило на протяжении недели и объединило лучших знатоков математики из 20 государств мира. Чрезвычайный полномочный посол государства Израиль в Туркменистане Исмаил Халди рассказал в интервью Туркменпортал о потенциале туркмено-израильских отношений, своей дипломатической миссии и первых впечатлениях от Ашхабада. В этом году, 8 октября, Туркменистан и Израиль отмечают 30 лет с момента установления дипломатических отношений, а также 10 лет со дня открытия посольства Израиля в Туркменистане. 4 июля в США отметили главный национальный праздник страны – День независимости. По этому случаю президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления президенту Джозефу Байдену и народу Соединенных Штатов Америки. Государственный комитет по строительству совместно с Хакимликом города Аркадак объявили тендер на проектирование и строительство объектов второго этапа строительства города Аркадак. Заявки и предложения заинтересованных сторон принимаются до 16 августа этого года. 10-12 августа в Москве состоится Международный детский культурный форум. В прошлом году мероприятие состоялось на площадке ВДНХ и объединило около 1500 одаренных детей России, Беларуси, Сербии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Египта. Насыщенная культурная программа включала в себя мероприятия, посвященные танцам, музыке, кинематографии, медиа, театральному и художественному искусствам. Авиакомпания «Армянские авиалинии» запустила рейс по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван. Первый рейс состоялся 2 июля. Полеты будут выполняться 2 раза в неделю, каждую среду и воскресенье. Созданная в 2022 году Armenian Airlines базируется в Ереванском международном аэропорту. В ее графике заявлены пункты назначения в Россию, Грузию и Турцию. На первый в истории домашний товарищеский матч с Сахалом игроки Аркадага вышли на поле 10-тысячного стадиона с логотипом бренда «Джако». Эмблема немецкого экипировщика размещена в правом верхнем углу футболки над надписью «Аркадак». «Джако» – немецкая промышленная компания, специализирующаяся на выпуске спортивной экипировки и инвентаря. «Нефтче» обыграл «Талант» в заключительном матче 15-го тура чемпионата Киргизстана по футболу среди команд премьер-лиги. Встреча прошла 4 июля в городе Качкарата и завершилась со счетом 3-2. Один из голов в составе качкаратинской команды на счету туркменского легионера Мурата Якшиева. Благодаря этой победе «Нефтчи» набрал 25 очков и поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Киргизстана. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.